Здравствуйте, мои любимые, мои хорошие, мои драгоценные. Сегодня у нас полнолуние. А это значит, что мы должны поговорить о магии. Согласитесь, разговоры о магии, они самые чарующие, самые интересные, самые просто вот такие вот прям будоражащие нашу душу. И я считаю, что сегодня самый лучший разговор про магию и магические способности. Я взяла для этого Таро «Зеленой ведьмы». Замечательная колода. Она такая старая-старая-старая, дряхлая-дряхлая-дряхлая. Смотрите. Когда-то у нее был серебряный край, но теперь она стерта. На ней очень много-много гадали. И мы сейчас с вами посмотрим на этой великолепной колоде, какие магические способности вам были даны при рождении. И также, естественно, я вам расскажу, какие магические способности при рождении были даны каждому знаку зодиака, каждому. Итак, знаки зодиака я пока убираю в сторону. Мы с вами будем смотреть сейчас про вас. Какие магические способности вам были даны при рождении. Кто смотрит это видео, кто его нашел, тому оно и принадлежит. Спросим наши карты, какие магические способности были даны при рождении тому, кто смотрит это видео. Хорошо, давайте снимем 3 раза, чтобы точно знать, какое напутствие от высших сил будет перед раскладом. Давайте смотреть. И тут у нас 10 пентаклей. Это силы вашего рода. Они вышли на связь. И я вам честно говорю, совершенно точно, карты просто так бы эту 10 пентаклей вам не показали. Это значит, что все ваши родичи выстроились в 2 линии, по женской, по мужской. Кто-то однажды мне написал, я из детдома, какие у меня могут быть родичи? Ну, вас ведь кто-то родил, у вас есть папа, у вас есть мама, и есть силы рода. И, естественно, есть положительные программы рода, есть отрицательные, есть способности по роду, есть наследие рода, есть духи рода. И, естественно, они сейчас пришли. Они хотят поговорить с вами, я вам могу дать гарантию на это. Они хотят поговорить с вами. Иначе 10 пентаклей бы здесь просто быть не могло. Поэтому давайте все узнаем. Давайте все узнаем про вас. Кто пришел к нам на расклад? Пришла у нас с вами замечательная королева жезлов. Что могу здесь сказать? Кто такая данная королева? Конечно, это настоящая волшебница. Вы знаете, у королевы жезлов есть способности к магии и к черной, и к светлой. И это одна из самых главных колдуней в колоде Таро. Поэтому я вам могу точно сказать, что к нам пришла женщина со способностями, либо мужчина, у которого стоит в роду сильнейший женский дух, прямо за его спиной, который его охраняет, который никогда его не бросит, этот дух, да. И вы знаете, как вот влияние, да, этой карты сейчас на вашу жизнь, влияние этой карты, это, естественно, лидерство, да, то есть мы видим, что вы хотите что-то реализовать, что вы стремитесь к независимости, к самостоятельности прямо сейчас, к успеху, к подъему в социальной жизни, может быть, к какой-то самореализации, к личностному росту, что вы такой вот именно человек на сегодняшний день, именно такой. Опа! Вы знаете, когда карты так падают, когда ты их перемешиваешь кому-то, это всегда говорит о том, что о человеке думает кто-то. Давайте посмотрим, а кто о вас думает. Вау! Вы посмотрите, какая мистика сегодня в полнолуние. Да, 10 кубков, и мы видим здесь человека, который вас очень сильно любит. И этот человек сейчас о вас думает. Вы посмотрите, какая прекрасная карта. Это же вообще, это вот с нами разговаривают высшие силы.
На сердце у вас императрица. Интересно. Вы знаете, кем бы вы ни были, мужчина или женщина, у вас очень сильный женский род. Сила рода женского по матери невероятная. У вас уже две мощнейшие женские фигуры выпали. Мощнейшие просто. Одна вас символизирует или духозащитника, вторая на сердце — это тоже дух-защитник. И тот, кто вас сопровождает, и тот, кто наставничество дает. И идет продолжение рода через этого духа рода, который говорит, буквально кричит о том, что род нужно все равно продолжать наследие. Это великая мать вашего рода, мать мира в вашем роду. И она настоящая царица, настоящая императрица этого рода. И, естественно, кто-то вот у вас был такой вот очень невероятной силы, да, невероятной силы. Донорская энергия и целительская энергия. Совершенно точно она, наверное, принимала даже роды, да, роды принимала у женщин под сердцем. Паж мечей. Ну, что я могу сказать про пажа? Он у нас с вами дает тоже силу, довольно силу. Это, понимаете, придворные карты, старшие арканы, они все дают силу. Но здесь у вас в подсознании стоит сила, скорее даже разума. Вот знаете, бывают такие люди, которые имеют магические способности, интуицию, все, но и силу разума. Причем у вас в подсознании всегда стоит программа «Я хочу воспользоваться силой разума», логики, здравого смысла, а не только своей интуиции. То есть у вас все работает на все фронта, да? Со всех сторон работает это дело. Так, что, о чем вы думаете по поводу магии? Угу. Тут у нас идет 5 жезлов, которая, естественно, показывает союз магов. То есть вы думаете, что магов много в этом мире, и вы не один маг на этом свете, и что есть много равных вам, тех, кто имеет примерно такой же уровень способностей. Вы себя кем-то лучше, хуже не считаете других. О чем вы жалеете? Ну, вы жалеете об одиночестве, да? Вы всегда были, возможно, каким-то таким изгоем в обществе, что ли, или не изгоем, а каким-то особенным, необычным. Люди вас считали кем-то, отличающимся от них, да, отличающимся от них. Может быть, вы даже какое-то время в жизни провели в одиночестве, об этом, конечно, сожалеете, или сожалеете о своем долгом одиночестве, или в какой-то ситуации остались в одиночестве, да. То есть это путь духовного развития, вы зря об этом сожалеете, то есть тот опыт, который вы получили, он вам был определенно нужен, да, определенно нужен. Так, ваше прошлое. Ну, прошлое, конечно, показывает, что было очень тяжело. Вы брали на себя всегда непосильную ношу, совершенно непосильную. В какой-то момент вы оказались в абсолютном отчаянии и попрощались вообще с тем привычным миром, в котором вы жили. То есть у вас что-то кардинальное произошло, прощание в прошлом. Прощание, потеря, отчаяние невероятное, просто ужас, что было, если честно. Потому что 10 жезлов, 10 мечей и смерть, конечно, не могут показывать, что с человеком было все райски, и что у него была прекрасная прошлая жизнь и все такое, да. Поэтому я вам так скажу, что вы прошли гигантские какие-то страшенные испытания, тяжесть, все это вот, знаете, вот шло как-то все настолько тяжело и плохо, что вы в какой-то момент, да, вы опускали руки в голове у себя, и вам пришлось также вот кого-то, что-то отпустить. Вот это было ужасно. Ужасно, конечно, это было. Потом вы воспряли духом в любом случае. По сути, женская линия рода всегда вас поддерживала, всегда. Может быть, были какие-то люди, вот как сказать, иногда силы рода приходят в виде каких-то людей, и вас поддерживали. Но то, что вас поддерживать пытались, и что вы воспряли духом вот после какой-то ужасной травмы в прошлом, да, психологической, физической, это не важно, потери, да, и прощание.
Вот это вам вот как послали вот кого-то, да, что вы воспряли в итоге. Будущее. Будущее у нас, смотрим будущее. Но в будущем вам дается все, абсолютно все, что вы достойны. Абсолютно все. Тут, значит, я вижу и тройку жезлов, и силу, и туз пентаклей, который является счастливой картой, конечно, картой-талисманом. И видите, вы сначала будете смотреть все-таки вперед, что-то планировать, что-то немножко ждать, но ставить себе новые цели в жизни, да, какие-то невероятно хорошие, причем цели, действительно правильные цели будете ставить. Вот. Готовность действовать идет, карта роста, очень сильного роста вашего развития в будущем. И надо продолжать двигаться вперед, выходить за пределы того, что у вас есть. Останавливаться ни в коем случае вам в будущем нельзя, ни в коем случае останавливаться. Все будет довольно благополучно, вы наберетесь очень большой силы, энергии, вы приручите пространство, приручите окружающих людей, и у вас будет очень хороший свой дом, может быть даже действительно вот большой дом, и финансовое благосостояние, и семья, или окружающие, стабильные окружающие, которые у вас должны, по сути, быть, конечно, должны. Силы рода в будущем очень активируются, вас поддержат, тем более, что я здесь вижу действительно благословение высших сил со всех сторон. Видите, карта мага совершенно точно показывает, что у человека есть способности, сила 4 стихий, которые очень скоро активируется, да, и вы будете сами управлять своей жизнью, вы, по сути, обладаете способностью от рождения проводить любые ритуалы, темные, светлые, но на темную сторону я вас приглашать не могу, это очень нехорошо, кому-то вредить с помощью магии, да, и, конечно, приглашаю на светлую сторону, тем более, что вам действительно туда путь. Понимаете? То есть карта мага, она просто так не выпадает. Плюс силы природы, силы стихий вас поддерживают. То есть есть действительно такой мощный потенциал у вас, как у человека. Мощнейший, конечно, потенциал. Давайте теперь ваши способности все при рождении узнаем. То есть обзор мы сделали, да. И ваши способности все прерывно. Посмотрите, вы только посмотрите. И снова выпала королева жезлов, да. Видите, человека тут, который смотрит, дар ясновидения, яснознания, гадания, пророчества, ритуальная магия. Очень мощный такой энергозапал. Сила, очень сила мощная. А вы знаете, почему здесь весы изображены? Короче, правосудие, да, показывает момент истины. Вот когда над человеком есть знак весов, он больше других видит. У него сильнейшая интуиция, сильнейшие потоки интуиции. И вы знаете, человек такой, вот у которого есть над ним знак весов, он обладает в 10 раз сильнейшей, больше интуиции, чем другие люди. И, соответственно, вот как будто насквозь что-то, вот как насквозь вижу. Вижу то, что другие не видят, понимаете? Плюс у вас есть дар усердия. От рождения дар усердия. Когда ты можешь доводить дела до конца, даже если нужно ожидать. Это вот очень важный дар. Вам советую, если у вас не активирован этот дар, обязательно активировать, да. Здесь колесница выпала, мне кажется, даже не как обозначение дара как такового, а то, что вы способны покидать какое-то место и переезжать, вот прям не оглядываясь, строить свою жизнь. Да, есть такие люди, и это правильно. Я с вами солидарна, я тоже так могу. 2 раза делала. Вот, поэтому я вам так скажу, что тут мощнейший потенциал дан при рождении вот у того, кто смотрит это видео, потому что на Ютубе на меня никто не натыкается, тем более здесь, и я вам честно вот могу признаться, что я верю в то, что адресата достигает то видео тому человеку, как сказали высшие силы, чтобы оно достигло. Все, понимаете?
То есть вот этот мощный потенциал, данный при рождении, он дан не так много людям, и видео даже может специально не получить распространение, чтобы эти люди узнали об этом, эти избранные люди. Понимаете? Поэтому я здесь могу так сказать, что у вас дар при рождении очень, конечно, крутой. И если вздумалось посмотреть это видео, значит так, высшие силы вам и захотели, да, так и захотели. Теперь смотрим магический потенциал, данный при рождении по знакам зодиака. И я тоже повторяю, что это только те знаки зодиака, те овны, те тельцы, те близнецы и так далее увидят, кому этот дар реально достался. Потому что мало того, начало видео надо посмотреть, да еще и свой знак зодиака ткнуть, да. То есть не каждый может, не каждый увидит это видео просто. Поэтому давайте смотреть вот дар, магический дар при рождении, какой овнам достался. У нас тут, значит, рыцарь мечей. Он показывает, по сути, дар прыткости, дар неуязвимости, когда у человека есть такое качество, да, в характере, что он может избежать любых трудностей или вообще сбежать от трудностей, да, или почувствовать, что будут трудности и применить какие-то действия, чтобы этих трудностей в итоге избежать. Но это нужно силу разума, логики и интуиции использовать одновременно. И, конечно, это нужно воспитывать в себе этот дар магический, который вам дан при рождении. Также рыцарь мечей, он действительно видит людей насквозь, у него невероятная проницательность, и он может видеть настоящее намерение человека. А также, если честно, видеть даже ложь, видеть судьбу даже человека по его лицу, даже по физиогномике. И я считаю, что, дорогие овны, если бы вы себе это воспитывали, то через, допустим, полгода, год у вас бы уже это было автоматически, практически, вот, ну, как сказать, просто бы, как будто бы вы и не развивали, да, то есть, ну, любой дар, данный при рождении, нужно хоть как-то развивать, и если он у вас уже развит, напишите, но если нет, буквально полгода он у вас будет, как будто бы вы и никогда и не занимались развитием этого дара. Вот о чем я хочу сказать. Ну, вот такой интересный дар у овнов выпал, рыцарь мечей. Следующий, значит, магический дар у тельцов при рождении, какой вам был дан, но это только те тельцы, которые вообще видят это видео, потому что меня мало где показывают, и так, значит, надо, да, то есть это видео, оно для избранных и есть. О, дорогие тельцы, вы представляете, что вам выпало? Эта карта показывает дар воплощения в жизнь. Представляете, дорогие тельцы? То есть можно совершить ритуал, и прочитать заклинание, и потом то, что вы задумали, воплотиться. Это настоящее колдовство. Это колдовской дар, дар ведьмы, дар мага, если вы мужчина. И, естественно, здесь можно творить что угодно на самом деле. Самое лучшее все для себя. То есть, если вы будете осваивать ритуальную магию, ритуалы, визуализировать то, что происходит, вот чтобы вот так-то и было, вот так-то и так-то, как вы хотите, да, там, то у вас это все так и будет. Вообще тельцы, они могут это даже делать иногда без ритуалов. Я это много раз замечала, что особенно они распоряжаются энергией изобилия. И, ну, допустим, они могут уже подумать, да, и уснуть с этим, а утром у них все получается. Вообще они невероятно сами по себе энергетически привлекательные люди и очень хорошо общаются с другими людьми. И из-за этого у них, да, действительно магический дар в этом знаке, он просто прописан на самом деле при рождении. Но здесь те тельцы, которые смотрят, вот они обладают именно даром воплощать в жизнь. Ну, то есть сделал ритуал, и оно все сбылось и воплотилось. Ну, вот такой интересный ответ тельцам. Следующий знак зодиака – это близнецы. Давайте посмотрим. Расклад только для избранных. Знаков зодиака для избранных близнецов, да.
То есть, если вы его видите, значит, уже так нужно высшим силам. Какой вам магический дар дан при рождении? И у нас здесь выпала карта «Тройка кубков». Замечательная карта. Как видите, она такая еще и веселая, да, и тут ведьмы собрались на шабаш, можно сказать, дорогие близнецы. Конечно же, вы можете загипнотизировать любого человека, запудрить ему мозги, так скажем, и получить то, что вы хотите, особенно если вы находитесь в компании подобных вам. То есть вы создаете определенное энергополе, и у вас получается сделать что угодно. Вот, с другими людьми, то есть манипулировать другими людьми. Также эта карта показывает магию воды. Она говорит о том, что вам при рождении вот не магия воздуха, а магия воды дана. То есть нашептали вы что-то на воду, на оздоровление, например, на беременность или еще на что-то. Даже пусть своими словами дали выпить человеку или сами выпили, и это все получается. Даже на деньги можете шептать на воду, что заряжаю эту воду на деньги, там, на такую-то сумму. Несколько раз выпейте и увидите, что эта сумма вам придет. Вот вы попробуйте, дорогие близнецы, потому что у вас этот дар именно дан при рождении. Шепоток, да, шепоток на воду. Ну вот такой ответ вам дали интересные карты. Следующий знак зодиака – это рак. Какие магические способности вам даны при рождении? Те раки, которые видят это видео, те и являются избранными. Ух ты! Вышла тоже карта мага, как и в нашем раскладе. Ведьма. Да, ведьма. И, конечно же, вам дана сила 4 стихий. В любом случае вы можете строить, моделировать ту реальность, в которой вы хотите жить, быть счастливым человеком. Эта карта невероятная, она действительно заряжена. И вот я так считаю, да, если карта мага выпала человеку, он маг и есть. У него есть дар ясновидения, эмпатии, пророчества, да, ритуалов, то есть проводить ритуалы и получать результаты, прочищать там энергоканалы, делать чистки от негатива, ставить защиту, понимаете? То есть все это вам было дано при рождении, дорогие раки. Ну и я вообще так, знаете, думаю, что у раков магия Луны, она не может не быть. То есть это на самом деле так. Если рак, то он все равно связан с Луной. И если он ее обуздал, то в любом случае он будет по лунным дням совершать какие-то вещи, ну, так же вот как, допустим, 3-й лунный день, лучший день для начинаний, да, если вы начинаете раки, что-то в 3-й лунный день, конечно, у вас будет это работать в любом случае. Поэтому развивайте, и вам придет все, что вы хотите, дорогие раки, абсолютно все, что вы хотите в жизни. Можете быть самыми счастливыми. А мы идем дальше. Следующий знак зодиака – это лев. Какие магические способности вам были даны при рождении, дорогие львы, избранные, которые смотрят это видео. И тут у нас есть король пентаклей. Это сила притяжения денег. То есть магическая способность работать вообще с силой земли, с силой огня, притягивать деньги, созидать что-то, чтобы эти деньги, да, просто вот шли к вам рекой. И магнетизм в физическом плане по энергии Земли, он еще бывает как вот, ну, эротический магнетизм, то есть когда человек, допустим, обычная внешность, а он обладает невероятной привлекательностью. Вот у вас такая есть магическая способность. Вы можете, сами того нехотя, привораживать, дорогие львы, кто смотрит именно, вот кто смотрит это видео. То есть у вас есть такая способность привораживать. Причем вы ничего для этого не делаете. Можете просто захотеть, изъявить желание, чтобы люди к вам притягивались или человек какой-то. И он будет думать о вас, думать день и ночь. Просто если вы об этом подумали, захотели. А уж если вы еще что-то такое сделаете, ну, это будет работать, пока вы это не снимете с человека. И вот с этим тоже нужно как-то быть поосторожнее, конечно, дорогие львы. Ну, вот такой ответ. Так, смотрим дальше. Следующее – это Дева.
Давайте посмотрим, какие вам даны магические способности при рождении избранным девам, которые смотрят это видео. Да, да, тут у нас 4 пентаклей, и, естественно, она говорит о том, что вам дан полный контроль. Вы можете контролировать свое сознание, но и контролировать чужое сознание. То есть вы можете внушать другим людям свои мысли и можете манипулировать, чтобы человек делал то, что вы хотите. Это вам дано прямо при рождении. И также вы можете привлекать в свою жизнь материальные ресурсы, магические. То есть, ну, допустим, взяли предмет, как талисман, да, дорогие девы, нашептали на него любые свои слова, что вы его заряжаете на деньги, и носите его с собой, или дайте кому-то, кому вы этого желаете. И все, и у человека будут деньги или у вас без проблем. Просто, может быть, вы не пользовались, попробуйте. Вы обычно скептически относитесь к своим способностям, а вот тут скептицизм, конечно, полностью излишен, потому что не так уж это и не поддается логике. Вы, наверное, это просто в себе уже много раз замечали. Ну, например, как вы можете другим внушать что-то. Обладать вот такой вот и силой, да, внушения, даже гипноза. Ну, вот такой ответ девам. Следующий знак зодиака — Весы. Ему можно карту не доставать. Все Весы обладают магическими способностями невероятными, просто невероятными. Особенно это ясновидение, конечно. Проницательность полнейшая. Но я хочу достать карту для вас. Хотя я думаю, что вы даже знаете, какая будет. Я примерно уверена даже в этом. И мы здесь видим карту Солнца. Дорогие Весы, естественно, эта карта говорит о супер мощных магических способностях, когда человек, ну, может менять свою реальность и чужую даже реальность, как он захочет, в лучшую сторону, естественно. Вы обладаете даром исцеления, даром привлекать богатство, деньги в жизнь как свою, так и других. И также вы можете делать так, чтобы люди там беременели, рожали, чтобы дети здоровые были. У вас вот это вот прям по этой карте совершенно точно присутствует этот дар. Также, скорее всего, у вас все в руках растет, да, дорогие Весы. Что бы вы ни взяли, оно будет расти, процветать. Вот, поэтому карта Солнца, она очень мощная, у вас очень мощная энергия, особенно как магическая энергия, целительская энергия. Ну, естественно, Солнце обладает ясностью, проницательностью. Ну, то есть, как я вам и говорила, у вас есть дар ясновидения, предсказания, гадания, что угодно. Вот такой ответ Весам. А мы идем дальше. Следующий знак зодиака — Скорпион. У скорпионов, как все говорят, есть дар черной магии, у всех скорпионов поголовно, да. Но я не могу тут поспорить, конечно, это правда, это чистая правда. Но есть избранные скорпионы, которые смотрят это видео, да. Если вы наткнулись, то мы вот смотрим еще ваши магические способности дополнительно, какие были при рождении. И я здесь вижу короля жезлов, а это значит, что у вас прямо при рождении была способность к тому, чтобы привлекать других людей, гипноз именно любовный. То есть, кто бы вам не нравился, вы можете этого человека привлечь к себе, то есть это как чары, да, очаровать, чары. Вот. И также король жезлов показывает очень сильнейшую способность что-то выращивать. Ну, то есть любое дело, бизнес можете заговорить, чтобы он рос, даже несмотря на конкурентов и несмотря на то, что, допустим, там не хватает чего-то или, не знаю, там дряхлое помещение, не те работники, все равно будет это дело процветать. Просто вам нужно знать, как это делать, да, дорогие скорпионы. Нужно просто взять определенный предмет, посидеть с ним, зарядить его, вот как вы можете интуитивно своей энергией, нашептать на него то, что вы хотите вот этому бизнесу, да, ну от души, что вы пожелали.
И этот предмет поставить в помещении, где этот бизнес, это дело, работа развивается, там работает, да, или в бухгалтерию можно поставить, или в магазин, там, где, смотря какой бизнес. У вас есть вот такой дар, что бы угодно росло. Плод внутри беременной женщины, чтобы рос, там, или семена на поле, вот что угодно, чтобы росло. И вот сила магнетизма, вот это чары, это у вас, да, вы можете очаровать как любого, но не обязательно даже для любви, да, а вообще со своей целью. Ну и, конечно, вы еще такой как бы человек, да, вот по этой карте, что обладаете даром независимости в любом случае, то есть сохранить при этом свою свободу и не поддаваться на чужие чары, у вас тоже есть способность, даже если маг сильнее вас. Хотя вряд ли такой найдется, да, дорогие скорпионы. Хорошо, идем дальше. Следующий знак зодиака – это Стрелец. Дорогие стрельцы, смотрим, какие магические способности были даны вам при рождении. Давайте смотреть. Отшельник. Ну, конечно, конечно, это карта, показывающая очень мощную светлую силу, дорогие стрельцы. Вы белые маги, совершенно точно. Но у вас есть еще дар учительствования. То есть вы можете преподавать магию, научить магии кого-то, создать курс по магии, да. Конечно, отшельник об этом говорит. Также это дар одиночества, когда человек считает, что он может быть один, и ничего страшного в этом нет, это настоящий дар, он тоже является магическим. Но самое главное, это то, что вы можете обладать очень мощной светлой энергией, дорогие стрельцы. Тут, допустим, дар целительства, исправления чего-то, допустим, исцеление отношений, чистка от негатива. Это вы все можете делать. И вот, и научить кого-то чему-то, да, это большой дар, когда ты можешь кого-то чему-то научить. Это самый важный дар здесь, потому что когда ты передаешь свои знания, даже какие-то интуитивные или вообще обыденные другим людям, из терпения можешь это сделать, вот уж действительно дар, так дар. Ну вот такой интересный ответ стрельцам. Ну это, естественно, плюсом к тому раскладу, что вы смотрели, да. Так, значит, козероги. Магический дар, который вам дан при рождении. Смотрят только избранные, потому что видео не всем попадется. Но тем, кто попалось, значит, Бог так захотел, высшие силы. Так, у вас дар при рождении – это 6 кубков, дорогие козероги. А это значит, что вы обладаете даром заглянуть в прошлое любого человека и узнать, что там было, даже если этого человек сам не помнит. У вас есть дар чтения людей. Также вы можете совершенно с самоотверженностью помогать людям, даже забыв про себя. То есть у вас есть магический дар альтруизма, и вы действительно можете для людей что-то делать хорошее, проводить ритуалы хорошие, светлые, и также помогать, допустим, там, с помощью своей целительной энергии, донорской энергии, биоэнергии или энергии космоса. Но самое главное, что вы можете читать. Ну вот, смотрите на человека и можете читать, что у него было в прошлом. То есть чуть-чуть потренироваться, даже если вы этого не развивали. То есть, да, ну, при рождении могли не развивать, да. Но если вы потренировались чуть-чуть, вы увидите, насколько вы каждого читаете, и он удивляется, что вы о нем знаете. Вот. Некоторые факты из прошлого люди не помнят или не обращают внимания, а это влияет их на их сегодняшнюю жизнь, и значит, это важно. Вот. И вы можете это увидеть, дорогие козероги. Ну и дар гадания, конечно, здесь совершенно точно есть, потому что там тоже по картам человек видит, а что у человека на уме, что в прошлом, что в будущем. То есть вы это все можете узнать. То есть также вы можете составить прогноз, ну то есть что будет, да, что будет, на основе того, что вы вот видите столько всего. Следующий знак зодиака – это Водолей. Дорогие Водолеи, этот расклад для избранных. Те, кто его увидят, Водолеи, да, те и должны увидеть, больше никто. И магические способности, какие даны были при рождении. Ну, конечно же, конечно. Тут у нас выпала карта
пятерка кубков, и она показывает, что вы, дорогие водолеи, обладаете даром не только светлой магии, но и черной магии. И, конечно, это карта исцеления сердца. То есть вы можете больше всего работать с чужими или своими личными отношениями, и можете исцелять отношения, мирить людей, делать так, чтобы люди восстановили отношения, разобраться в проблемах отношений. То есть вот у вас магия любви, она больше всего, да. И да, вы обладаете вот не только светлыми силами, но и темными силами. При рождении вам так было дано. Поэтому как вам распоряжаться этим, это только ваше дело, ваше решение. Ритуалы вы можете делать как и из светлой магии, так и из темной магии. Вот. Также вы обладаете магией воды, то есть способность у вас есть к магии воды. И значит, вы можете заговаривать воду, шептать на воду, и она будет, допустим, исцелять, что-то хорошее делать для людей. Вот, поэтому обязательно это практикуйте. Если у кого-то заболит голова, попросите воду исцелить и дайте человеку выпить, и посмотрите, что будет. Ну, вот такой вот интересный ответ водолеям. Идем дальше. Рыбы. Каким магическим даром вы обладаете от рождения, дорогие рыбы, избранные, которые нашли это видео, да? И мы здесь видим пажа мечей. Очень интересная карта, которая выпадала в раскладе, как вы помните. Надеюсь, что вы его смотрели. Вот, потому что тут есть дар, как использовать интуицию, так и разум. Дорогие рыбы, это для вас очень важно, потому что вы сами по себе интуиты. Ну и, конечно, это дар проницательности. То есть вы можете узнать, даже если человек, допустим, ничего не говорил, вы можете узнать о его планах, о скрытых намерениях, о том, что он думает. Вы можете даже прочитать мысли. То есть если вы хорошо потренируетесь, раз у вас такой сильный разум, то вы можете и читать мысли других людей, они для вас подвластны. Поэтому вот дан вам такой дар. И если вы его будете развивать, представляете, что может сделать человек, который читает мысли других людей. Да что угодно, у него вся, как говорится, вся власть над этими людьми в руках. Ну вот такой интересный был расклад. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.